Но уже сегодня масштабный проект «Дни Республики Коми», посвященный празднованию столетия Северного региона, стартовал на лучших творческих площадках Санкт-Петербурга. И прямо сейчас одной из них – открытие выставки «Сверхзадача выжить», посвященной Воркутинскому театру, который создал Борис Мордвинов, и в котором играли заключенные. С нами на прямой связи наш коллега Евгений Стокос. Еще вчера он был в Москве, а уже сегодня в Санкт-Петербурге. Евгений, здравствуйте. Как впечатление? Да, спасибо, Евгений. Вы совершенно правы. Именно сегодня стартовали Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге. Мы сейчас находимся на выставке «Сверхзадача выжить». И со мной внучка Бориса Аркадьевича Мордвинова, Надежда. Надежда Михайловна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про сегодняшнюю выставку. Добрый день. Вы знаете, сегодня мы открываем уже 4-ю выставку «Сверхзадача выжить». Она стала передвижной. Это, в общем, большое счастье для нас, создателей этой экспозиции. Выставку представляет Государственный театральный музей имени Бахрушина. И то, что мы приехали в Ленинград, в Петербург, это огромное событие, потому что связи Воркуты и Ленинграда огромные. А это драматическая, героическая история. Воркута снабжала блокадный город углем. И вы понимаете, что работали заключенные в шахтах, работали вольнонаемные, и это был настоящий подвиг. Такой же подвиг был совершен на строительстве железной дороги Северо-Печорской, по которой, собственно, эти составы с углем и шли. И то, что возник театр, это тоже все одного круга события, потому что был нужен уголь, нужно было поддержать дух работающих людей. И вот в этом поселке, это был еще пока поселок Воркута, был создан театр, а город возник только через месяц после создания театра, вы все это знаете. И вот здесь мы усилили экспозицию именно вот этими событиями связи Воркуты и Ленинграда. Мы представили фотографии первых паровозов, которые везли эти эшелоны с углем. Есть замечательные фотографии митингов, которые собрало все небольшое тогда еще вольнонаемное и ссыльное население Воркуты вместе с охранниками лагеря. Это был все-таки всего-навсего поселок. И получив статус города, он уже обрел театр. На самом деле для нас сейчас сверхзадача помнить, отыскать все свидетельства, найти эти все места, отметить их памятниками, чтобы не было белых пятен нашей истории, чтобы не повторилось это время. Поэтому вот такой получился симбиоз книги и выставки «Сверхзадача выжить» и «Сверхзадача помнить». Да, для наших зрителей я скажу, что книга тоже презентуется сегодня, правда ведь? Да, я написала совместно с моим супругом Дмитрием Журовым. В ней много очень частных, личных воспоминаний, которые я собрала вот в момент поиска людей и их потомков. Поэтому там такие истории, которые невозможно было оставить при себе. Они просились вот на бумагу, чтобы остаться тоже в памяти потомков. Спасибо большое, Надежда Михайловна. Спасибо. Дорогие друзья, конечно, грандиозный официальный старт Дней Республики в Санкт-Петербурге стартует завтра выстрелом из Петропавловской крепости, из пушки. Мы, естественно, на всех площадках будем работать, как сегодня, и обо всем очень подробно расскажем. Евгения, вам слово. Спасибо, Евгений. Напомним, с нами на прямой связи из Санкт-Петербурга был Евгений Стокос. Все эти дни он работает в северной столице и будет держать нас в курсе событий. В городе на Неве Дни Республики Коми продлятся до 7 июня. Ну а в представительстве Коми в Москве для студентов столичных вузов организовали квиз к столетию республики. Все ребята – уроженцы Коми-края. Во время викторины студентам пришлось отвечать на разные вопросы о родной республике. Например, что обозначает слово «пельмень» и к какой языковой группе относится Коми. Наша задача, чтобы их объединять, и так как сейчас все-таки юбилейный год, столетие республики, мы стараемся делать уклон больше на коми-язык, чтобы они все-таки не забывали связь со своей малой родиной, чтобы они могли здесь собираться вместе, все-таки общаться, знакомиться друг с другом, находить там товарищей по интересам, помогать друг другу в каких-то ситуациях. Мы частенько, к нам они обращаются, мы тоже им помогаем там, по получению стипендий, по нахождению места практики, трудоустройству.
Напомним, старт праздничным мероприятиям в честь юбилея Коми в столице России дал Владимир Уйба. Торжественная церемония состоялась 23 мая в концертном зале имени Чайковского Московской государственной академической филармонии. В честь празднования столетия Коми с 23 по 31 мая Останкинская башня окрасилась в цвета флага Коми. На Никитском бульваре развернулась фотовыставка «Природа, традиции, люди». Перед зрителями предстала красота севера, вековые традиции и самобытная культура. Подробнее о том, как 100 лет Коми праздновали в Москве, смотрите сегодня в эфире Юргана в программе «Детали лайв» в 20:15.